Плетение лаптей у удмуртов являлось одним из наиболее развитых домашних промыслов. Удмуртские лапти отличались по форме и плетению от русских. Они значительно легче, в особенности женские. Умение плести добротные и красивые лапти считалось престижным для каждого мужчины, но им занимались и старики, и подростки, а дети с малых лет осваивали навыки лукоплетения. Во время войны даже ведь женщины плели лапти. Выходить-то в чем-то надо. Вот. А там-то одни старики, а старики-то всех не могут обеспечить-то. А таких-то мужиков нет. Ну и инвалиды там есть. Вот я помню, я даже женщинам и этим старикам помогал. Там помогал что-то поднести. Ну вот, плести веревку, это моя задача была. Вот они, значит, я вот эти все веревки, это моя задача была. Им этих стариков обеспечить. Ну, было даже надоедало, даже до мата доходило. Пошел я отсюда, гулять уже не ушел. Ну ладно, ушел. В начале 20 века по количеству и качеству производства лаптей и мочала Удмуртский край занимал одно из ведущих мест в европейской России. Ведь основным видом обуви для крестьянского населения России были лапти. В Удмуртии плелось до 13 разновидностей лаптей. На базарах, ярмарках лапти были ходовым товаром, то есть активно раскупались. Выделялись целые деревни, изготовлявшие лапти для продажи. Их крестьяне в шутку называли лапотными заводами. В школу ходили в лаптях. Так кто что? Вот сюда вот деревянные колодки, кто-то вот покрышек от велосипедных, так покрышек-то не было. А то ведь что, по нас-то раз-два прошелся, лаптей нет. И вот колодок нам делали, все. Всяко ходили, всяко было. Из повседневного употребления такая обувь давно вышла, однако техника плетения лаптей не забыта и нынешними мастерами. Петр Годяев после выхода на пенсию переехал жить в деревню, вел в школе уроки по труду. Занятия с детьми вновь напомнили о давно забытом ремесле. Пошел в лес, нарубил этих, вот. Ну нарубил, ладно, что-то делать. Колодок нет, кочедыка нет, ну нож есть, а этих надо. Пошел по деревне искать старые лапти, кочедык, колодку. Старые лапти нашел, кочедык нашел, колодку нашел, ну, потому что у стариков это все осталось. Тут можно было найти. Нашел, старые лапти нашел, посмотрел, начал разбирать, они у меня развалились, ничего не поймешь. Потом, значит, вторую пару нашел, эти получше. Тоже. Эти уже не развалились, все разобрал, все хорошо, все. И вот так уже по крупинкам, по крупинкам, все пошло и начал делать. Первая пара была такая, что хоть на ноги не одевай. Ну, вторая пара лучше пошла, третья лучше, четвертая лучше, там дальше лучше. Даже пошел на базар. В наше время лапти изготавливаются в качестве сувениров, как дополнение к народным костюмам или же даже в качестве оригинальной домашней обуви. Спрос на изделия из лыка небольшой, но все-таки есть. А про мастера лаптевяза из Байкурта знают не только в Удмуртии, но и за пределами. Лапти Петра Семеновича разошлись по всей России. Также они есть в Америке, Италии. Сувенирные лучше берут, говорит мастер. Наоборот, хуже их делать. Да. Их выгодно делать только то, что материалу надо меньше. Когда материал идет меньше, ширина-то вот маленькая такая. А их делать, вот обычно вот делаешь как вот коленки, да, на коленках вот так вот делаешь, вот держится, больше. А они крутятся, вертятся и держать, или плести, или как вот. Тяжело их делать, муторно очень. А эти уже идут, так они идут нормально. Петр Семенович лапти плетет в основном зимой. Говорит, летом в деревне по хозяйству хлопот хватает. На любимое ремесло времени не остается. Но если на каникулы приезжает внучка, нет, да и вытащит инструменты, заранее подготовленный материал. Я помню, вот даже во время войны, потому что одни старики были, а мужиков-то уже не было, женщины даже плели вот такие лапти. Женщины, я им помогал тоже. И, что интересно, я в первый класс пошел в лаптях. А вы в чем пошли? В туфлях, вот видишь. Вот.
кеды, вот эти туфли у вас, а у нас их не было. Мы в лаптях ходили. Я, первый класс точно в лаптях пошел, а второй, третий я уже не помню, может быть, там уже лучше было. Вот так вот ходили. Вот жили в лаптях вот так. Так, за занятием и беседа льется душевней. Любимая внучка рядом, слушает, вникает, и дело делается. Деду, как говорится, двойная радость. Чтобы лапти плести, надо идти в лес. Вот. Там нарубить палок. Принеси-ка палку, вон, принеси вот палку. Вот таких палок надо нарубить. Вот. Потом из этих палок уже вот плетутся такие лапти. А лапти я плету зимой. Летом некогда. Летом, сама знаешь, огород, курицы, козы, пчелы. Вот некогда. Я начинаю плести где-то в октябре-ноябре. А вот эти палочки, липу, из чего лапти делают, я где-то заготовка начинается у меня по первому снегу. А почему по первому снегу, знаешь, нет? Ну вот, не знаю, а я знаю почему. Если вот снега нету, там ведь эти палки меня не ждут. Я одну, две, три срублю, положу, пошел дальше. 2-3 штуки срублю, положу. Ну, штук 10 вот так набрал, да, потом обратно иду, половину нашел, половину не нашел. Вот. Поэтому я сейчас хожу по первому снегу. Вот. Снег-то есть, да, ведь? Я кучу сложил, пошел, у меня след остался, кучу сложил, след остался. И по этому следу иду и все нахожу. Поняла? Молодец я, да, ведь? О! Плетение лаптей – процесс трудоемкий, но увлекательный. А если мастер к тому же веселый рассказчик, с искринкой в глазах любого человека заинтересует. Вот из этой палки нарезаю вот такие ленты. О, работа, да, ведь? Работаю. Теперь эту ленту отделять надо от палки. Сейчас мы это сделаем. Это стучать, потому что, чтобы они легче отошли. Так лучше не отходят. Видишь, когда стучишь, уже даже сок выходит. Во, получается, видишь что? Вот так вот начинается работа. Теперь, чтобы лапти красивые были вот такие, вот видишь, вот черная корка, верхняя корка, она нерабочая называется. Вот эту нерабочую надо убрать, снять. Сейчас эту корку снимем. А нет, чтобы снимать легче было, есть у меня такая мялка называется. Вот этой мялкой. О, дед, видишь, что может делать? Мялкой прошлись. Ножиком конец сняли. Видишь, вот черная снимается, тут вот с этой стороны и с этой стороны белая, красивая получается. Так, за плетением лыка плетутся другие, никому невидимые нити. Между дедом и внучкой нити взаимопонимания между поколениями. Главное тебе показать, чтобы ты знала, как лапти плетутся, и чтобы ты рассказала там другим, чтобы лапти плести 6 штук, вот таких лент надо сделать, 6 штук, много давить. Вот, а у тебя глаза на лоб. Вот так вот
А эти ленты, чтобы они были ровные, чтобы ширина одинаковая была. А то ширина не одинаковая будет, лапти некрасивые будут. Совсем. Вот я одну сторону вот все погрешности убрал, чтобы красиво было. Раньше вот старики, чтобы это вот ширина ленты, вот у меня есть вот колодки на любой размер, вот колодка, вот написано 23, 37, 12,5. Что это такое? Во, 23 это сантиметров длина. Вот. 37 размер колодки. Вот. 12,5 миллиметра ширина вот этой ленты. Ширина вот этой ленты. Вот. Вот. Вот это вот на 37 размер надо 12,5 миллиметров, да? Вот. А здесь вот это уже 41 размер. Видишь, вот разница есть, огромная, да? Вот здесь уже ширина вот этой ленты уже 15 миллиметров. Миллиметры знаешь, что такое? Да. Ну вот, все понимаешь, значит. Вот. Теперь вот эту ленту пропускаем через этот станок, который я сам сделал. Видишь, как я тяну? Вот. И видишь, как получается? Ровненькая, да, ширина прям ровная, одинаковая. Так. Вот. Ширина получается ровная, одинаковая, все нормально. Вот это уже отходы называется. А вот раньше дедушки, бабушки, что таких станков у них не было, что, кто им делает, да? Вот. Они вот это все так подправляли вручную, все вручную. Ну, это долгая история, это вот лучше. И этих лент надо на один лапоть, на один, не на пару, на один лапоть, 6 штук. Ну, попробуй. Дальше садись. Вот на колени сделай, на колени, вот это. Во, так, ногу поставь. Вот эту вот так. Вторую вот так. Правильно. В старину лапти были самой дешевой и практичной обувью. Зимой в них было тепло, летом прохладно. Рассказывают, что даже те, кто мог себе позволить сапоги, на сенокос, лесоповал или в дальнюю дорогу обувались только в лапти. Обувь из лыка использовалась и как целительное средство. Ранней весной их набивали первыми травами, одуванчиками, матемачехой, молодыми ростками крапивы и ходили в них. Я к пчелам всегда в лаптях. Почему? Ну сами подумайте, в лаптях или в галошах лучше. В галошах многие потеют, а тут ведь они естественный товар-то, да еще они дышат, продувают, все, ноги не потеют. И я считаю, что полезно. Вот из бересты стельки делаем. Вот. А береста, даже у нас есть, там из интернета взято, очень полезно, говорят, для ног. Да и лапти они полезные. Я считаю. Но если я считаю, значит правда. Петр Семенович об одном очень жалеет, что некому передать ремесло. Охота вот это вот лапти, чтобы они не ушли из жизни тоже, чтобы они остались, чтобы они были, ну хоть не носить, но чтобы они хоть висели, хоть видели, смотрели, что вот ходили где-то когда-то, все. Ну не хотят, не хотят, никто не берется уже. Вот почему, не знаю. Еще одно предназначение лаптей – роль измерителя земли при общинных переделах, когда малые клочки хорошей почвы имели важное значение для уравнения всех правах владения. Смотришь на поля и думаешь, сколько лет уже эта земля кормит человека, а сколько лаптей истоптано, изношено, чтобы она радовала богатым урожаем, а сколько людей с утра до позднего вечера в поте лица там трудились. А если деревня уже исчезла с лица земли, что мы, потомки, можем сделать? Верно, мы можем сохранить память о ней для других поколений. Если не сохранить это сейчас, восстановить будет невозможно, а интерес к историческим корням обязательно появится.